Уважаемые наши выпускники, родители, коллеги, на данный момент вы все знаете, что мы завершили общереспубликанское тестирование, и с 13 по 19 июля ожидаем, что все наши выпускники получат, те, которые сдали ОРТ, получат результаты. И мы все понимаем, какая ситуация у нас сложилась на сегодняшний день в нашей республике, и поэтому в нашем антикризисном плане особенности процесса приема в вузы и спузы Кыргызской республики занимало особое место. И я сегодня хочу рассказать обо всех этих процессах. Прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год будет полностью осуществляться в онлайн-формате. Специально для этого была разработана автоматизированная информационная система абитуриент онлайн. Целью внедрения системы является обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса, создание равных условий для всех категорий абитуриентов, охват всех абитуриентов, желающих участвовать в конкурсе, предоставить абитуриентам возможность подачи заявления для участия в конкурсе на зачисление в вузы Кыргызской республики в электронной форме, создание условий для электронной подачи документов абитуриентам, рекомендованных к зачислению по итогам конкурса, создание централизованного учета талонов сертификатов ОРТ, подаваемых для участия в конкурсе путем автоматизации процессов сбора, учета талонов, а также формирования рейтинговых списков абитуриентов. Обеспечение прозрачности, объективности и качества процесса приема. Оптимизация работы приемных комиссий вузов. Кроме этого, данная система позволит минимизировать влияние приемной комиссии учебного заведения на ход и итоги конкурса. Дополнительным преимуществом является то, что проведение онлайн-конкурса исключит массовое скопление абитуриентов в вузах в условиях пандемии. Алгоритм действий абитуриентов и вузов. Прием в вузы республики на все формы обучения осуществляется по результатам общереспубликанского тестирования текущего года. Для участия в конкурсе абитуриент должен подать заявку через автоматизированную информационную систему на сайте 2020.edu.gov.kg. Конкурсу на получение гранта и на контрактную форму обучения допускаются только те абитуриенты, которые получили по основному тесту баллы выше порогового. Конкурсу на специальности, требующие дополнительных предметных тестов, допускаются абитуриенты, получившие баллы выше порогового, как по основному, так и по предметному тесту. Наличие профилирующего предметного теста дает преимущественное право абитуриенту при зачислении на соответствующие направления. Так, в первую очередь, к зачислению рекомендуются абитуриенты, имеющие баллы по предметному тесту. Если таких абитуриентов недостаточно, то на оставшиеся места рекомендуются абитуриенты, имеющие результаты только основного теста. Конкурс на эти специальности проводится по сумме баллов основного и дополнительного предметного тестов. Вне конкурса на грантовое обучение зачисляются 50 абитуриентов, показавших лучшие результаты по ОРТ и получившие золотые сертификаты. Абитуриенты, занявшие в текущем году первые и вторые места в Республиканской олимпиаде школьников или являющиеся призерами международных олимпиад на специальности и направления, с которыми совпадает предмет олимпиады, при условии их участия в общереспубликанском тестировании. Абитуриенты, занявшие в текущем году третье место в Республиканской олимпиаде школьников на педагогические специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим, при условии их участия в общереспубликанском тестировании. Процедура зачисления предусматривает наличие 2 или 3 туров. Правила конкурсного зачисления во всех турах одинаковы. Конкурс на зачисление начнется 20 июля 2020 года. Подача заявок закончится 22 июля в 14:00. 23 июля до 10 часов утра в автоматизированной информационной системе будут доступны списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриент, прошедший по конкурсу, должен 3-дневный срок, то есть до 17:00 25 июля, подтвердить свое желание учиться на данной специальности, иначе его место считается вакантным.
Для подтверждения абитуриенту необходимо в автоматизированной информационной системе прикрепить в электронном виде следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании, лицевая сторона сертификата ОРТ. Оригиналы указанных документов необходимо предоставить в ВУЗ в начале учебного года. Я бы здесь хотела сделать особенный акцент. Уважаемые родители, уважаемые наши выпускники, уважаемые наши коллеги, никаким образом сейчас в реальном режиме никакие документы нельзя принимать. Все только в онлайн-формате. Это ради безопасности наших детей, ради безопасности наших родителей. И понимая ситуацию, сложившуюся сейчас, я думаю, что мы все без нарушения будем исполнять вот эти наши правила. При наличии вакантных мест проводится второй тур с 27 июля по 1 августа. И с разрешения Министерства образования и науки третий тур с 3 по 8 августа. На заочную и вечернюю форму обучения сроки зачисления устанавливаются вузом самостоятельно. В каждом туре абитуриент может подать одну заявку для участия в конкурсе на грантовое обучение и одну заявку на контрактное обучение. При зачислении на грантовое обучение учитываются социальные категории абитуриентов: выпускники школ города Бишкека, выпускники школ областных центров и малых городов, выпускники сельских школ, выпускники средних учебных заведений, расположенных в высокогорных зонах Кыргызской республики, выпускники школ приграничных сел, перечень которых утвержден постановлением правительства КР, выпускники целевых категорий. Абитуриенты-льготники, инвалиды первой, второй групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам войны и к инвалидам войны, инвалиды детства, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети лиц, погибших в событиях 17-18 марта 2002 года в Аксыцком районе Джалалабадской области, дети лиц, погибших в событиях 2010 года, лица, имеющие статус Кайрылмана. Конкурс проводится отдельно в рамках каждой категории. Абитуриенты-льготники зачисляются в вузы на грантовое обучение в рамках отдельной квоты. При регистрации абитуриенты-льготники должны сразу представить подтверждающие документы. В соответствии с законом Кыргызской республики о статусе военнослужащих, лицам, прошедшим срочную военную службу, предоставляется преимущественное право поступления в вузы. Результаты ОРТ, сданного лицом до прохождения срочной военной службы, действительны в течение 3 лет. На контрактное обучение конкурс проводится без учета категорий абитуриентов. Лица, поступающие в вуз на базе высшего образования или на базе среднего профессионального образования по профилю, на ускоренные программы обучения зачисляются в вуз на основании переаттестации, перезачета, результатов обучения отдельных дисциплин и других учебных мероприятий, пройденных при получении высшего или среднего профессионального образования. Магистратуру отбор абитуриентов будет проводиться по среднему баллу диплома о предыдущем образовании. Предусмотрена подача документов в электронном виде. Прием абитуриентов из числа иностранных граждан будет осуществляться вузами также в удаленном режиме. Предусмотрена подача документов в электронном виде и проведение вступительных испытаний в онлайн-режиме с применением дистанционных образовательных технологий. Со студентами, зачисленными на грантовое обучение по педагогическим и медицинским специальностям, заключается трехсторонний договор об обязательном распределении на работу после окончания вуза. В соответствии с договором вуз обязуется подготовить кадры по соответствующим специальностям и направлениям за счет государственного образовательного гранта. Работодатель обязуется трудоустроить после окончания выпускников вуза по указанным направлениям и специальностям. Результаты ОРТ не обязательны при зачислении в вузы культуры и искусства и на специальности физической культуры и спорта. В данных вузах для абитуриентов будут проведены вступительные испытания в традиционном режиме.
Вузы обязаны обеспечить соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм и необходимых мер социального дистанцирования, соблюдение дистанции, измерение температуры, дезинфекция помещений, недопущение массового скопления абитуриентов, ношение масок, использование санитайзеров. То есть все эти мероприятия обязательны. Алгоритм действия абитуриента. Регистрация. Абитуриенту необходимо пройти процесс регистрации на сайте 2020.edu.gov.kg, получив СМС на номер телефона и заполнив информацию в профиле. Внимание! Постарайтесь правильно вводить номер вашего телефона. Чтобы исключить различные ситуации, и чтобы наши выпускники могли успешно зарегистрироваться в этой программе, в каждой школе будут дежурить педагоги. Именно будет один кабинет работать после дезинфекции, после всех норм, соблюдения всех санитарно-гигиенических норм, школы могут принимать выпускников для консультации. То есть, с одной стороны, наши школы информируют, с другой стороны, помогают нашим выпускникам успешно зарегистрироваться на данном сайте. Второй шаг. После регистрации, уважаемые выпускники, после регистрации вы должны сделать второй шаг – выбор вуза. В списке указанных вузов нужно определиться с направлением и профилем. На данном сайте есть полная информация о всех вузах, о всех профилях, о всех направлениях. Поэтому я думаю, что вам все-таки будет нетрудно определиться с выбором вуза. Третий шаг – это подача заявки. После этого, после того, как вы зарегистрировались, выбрали определенный вуз, а внутри вуза направление, профиль или определенную специальность, вы должны подать заявку, подать электронный талон ОРТ. И последний шаг, четвертый, это зачисление. После рекомендации вуза вы должны подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности. О приеме в СПУЗы Кыргызской Республики. Прием абитуриентов в СПУЗы будет организован с использованием автоматизированной информационной системы СПУЗ онлайн. Прием онлайн-регистрации документов будет осуществляться в электронном виде с 13 июля 2020 года. График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения Кыргызской Республики на 2020-2021 учебный год. С 13 по 31 июля это регистрация документов в онлайн-режиме. 3 августа вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных зачислению. Но вы понимаете, что каждый колледж вывешивает списки своих абитуриентов, которых рекомендуют к зачислению. С 3 по 6 августа наши абитуриенты должны подтвердить желание обучаться в определенном учебном заведении. С 1 по 20 августа для тех, кто еще не успел или еще не определился своим выбором, начинается второй тур онлайн регистрация документов. 22 августа вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. И с 23 по 30 августа подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными именно вот в этот СПУЗ. Конкурс среди абитуриентов будет проводиться по оценке среднего балла аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании и оценки по профилирующему предмету для конкретной специальности. Этот процесс будет осуществляться на основе такой специальной формулы. С этим мы все педагоги с вами знакомы. Я только для родителей и для наших выпускников скажу. Берутся все оценки в аттестате или в свидетельстве. Все эти оценки нужно сложить, и получившую сумму мы разделяем на общее количество предметов. И таким образом мы выводим среднюю оценку аттестата или свидетельства.
В случае, если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковыми баллами, преимущества будут иметь оценки профильных предметов. Здесь хотелось бы сделать особый акцент, что ни в онлайн, ни в офлайн режимах никаких экзаменов не будет. Во главу угла берутся результаты ребенка, где он обучался, результаты нашего выпускника, где он обучался в школе, и за основу средний балл аттестата или свидетельства. В случае, если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковыми баллами, преимущества будут иметь оценки профильных предметов. Прием подлинников аттестатов о среднем общем образовании, свидетельства об основном общем образовании зачисленных абитуриентов будет осуществляться в начале учебного года. Алгоритм действия абитуриента. Для подачи документов в электронном формате абитуриенту необходимо войти на сайт spus.edu.gov.kg. Из списка выбрать среднее профессиональное учебное заведение, колледж, например, какой определенный. Необходимо выбрать специальность и нажать «Подать заявление». Далее заполнить все необходимые поля заявления и загрузить отсканированные документы. Аттестат о среднем общем образовании или свидетельство об основном общем образовании. Фото и нажать на «Зарегистрировать». После успешной регистрации нужно вернуться к списку специальностей колледжа и нажать на «Поданные заявления», где можно увидеть результат своего среднего балла аттестата о среднем общем образовании или свидетельство об основном общем образовании. Для мониторинга среднего балла абитуриенту необходимо знать свой номер аттестата или свидетельства. Абитуриент сможет проверить себя в списке рекомендованных к зачислению на сайте СПУЗа. Получение подтверждения рекомендаций к зачислению от ответственного работника приемной комиссии. Алгоритм действия учебного заведения. После регистрации абитуриента администратор приемной комиссии вводит оценки аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании. Для зачисления абитуриентов как на бюджетную, так и контрактную форму обучения берется за основу средний балл аттестата о среднем образовании или свидетельства об основном общем образовании и среднего балла по двум профилирующим предметам для конкретной специальности или по результатам онлайн-тестирования. Для подсчета среднего балла документа об образовании необходимо вывести среднее арифметическое значение документа об образовании. Для этого за основу берутся оценки вкладыша документа об образовании, которые суммируются между собой, и получившаяся сумма делится на общее количество всех предметов. Средняя оценка по профилирующим предметам выводится аналогично, как средняя арифметическая суммы двух профилирующих предметов. Перечень профилирующих предметов по каждой специальности определяется учебным заведением самостоятельно. И совсем кратко в конце о приеме в профессиональное начальное образование Кыргызской Республики. Прием в образовательной организации начального профессионального образования начат официально с 1 июля в соответствии с правилами приема, выпуска, зачисления, перевода и отчисления учащихся учебных заведений начального профессионального образования, утвержденными приказом агентства от 3 апреля 2019 года. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране рекомендовано организовать работу по приему учащихся максимально в режиме онлайн посредством сайтов учебных заведений по алгоритму kesip.kg, раздел «Учебные заведения». Далее выбор профессиональных лицеев по списку. На сайте учебных заведений следует найти ссылку «Регистрация на обучение». Этот процесс сейчас успешно уже реализуется. И, уважаемые выпускники, родители, уважаемые коллеги, вы понимаете, в первую очередь для нас это жизнь, здоровье и безопасность наших детей. И во вторую очередь для нас, чтобы наш каждый выпускник сам по своему желанию выбрал вуз. И этот процесс весь, чтобы был прозрачным, доступным и успешным. Поэтому школы вас ждут для того, чтобы дать вам информацию, консультацию. И если какие-то причины и у вас нет интернета, вы можете зайти в свою школу и там успешно зарегистрироваться.
Если по всем этим процессам у вас появляются какие-то вопросы или есть какая-то хоть маленькая, но проблема, то я вас всех прошу звонить на номер 1919. Это номер колл-центра. Ответят на все ваши вопросы, помогут. И в конце хотелось бы мне пожелать всем крепкого здоровья, чтобы наши дети успешно выбрали себе любое учебное заведение, успешно зарегистрировались, успешно прошли конкурс и в итоге в будущем стали счастливыми обладателями вот выбранной профессии. Спасибо.